Следующий наш сюжет о людях, идущих по пути добра и правды. Очень интересный проект «Куда ведут ручьи» уже несколько лет реализуется в республике. Это движение добровольцев, озабоченных сохранением нашего наследия. Они не ждут чудес. Чудеса, по сути, начинают творить сами люди. Как это происходит, об этом Михаил Любимов. В 2023 году потрясающей церкви в селе Юматово Верхнеуслонского района исполнилось 200 лет. 1823 год, классицизм и, возможно, даже архитектор Пятницкий. Тот самый, который строил Казанский университет. Параллели видны. Юматовский двухэтажный храм легко отличим от прочих, благодаря вот этим портикам на южном и северном фасадах, ряду из 4 колонн, подпирающих треугольную крышу. Колонны – это то, что уцелело за 2 столетия, но колонны подпирают не каждую крышу, и вот эти кадры можно оставить без комментариев. Десятилетиями люди в выученной беспомощности взирали на эти руины. Ноша казалась неподъемной. Как 3 десяткам местных жителей осилить такой масштаб работ? Нужен был такой, как бы, запал, вот. Как оказалось, все они ждали какой-то вот подсказки, какого-то толчка для того, чтобы потрудиться. Владислав Ларкин – один из авторов проекта, перевернувшего буквально внутренний мир не только наших церквей, но и наших жителей. Проект «Куда ведут ручьи» – это команда единомышленников, волонтеров, строителей, благотворителей, увлеченная одной идеей – спасти и сохранить. С этой церкви и начинался когда-то проект. Сюда, 5 лет назад, впервые пришли люди с хорошими намерениями со стороны и просто объяснили, что все великое начинается с малого. И первый вопрос был у них, что мы можем сделать? И вот ребята сказали, что можно начать с уборки, можно сделать несколько полочек для икон, можно запалить или окна, чтобы свечи не задувало. И вот когда мы приехали спустя 3 или 4 дня после этой встречи с местными, мы увидели, что уже все убрано, что сколочен помост, что окна прикрыты поликарбонатом, что висят полочки, что стоят иконы, что цветы повсюду. То, что не могли сделать за несколько десятилетий, местные жители сделали за 4 дня. И за счет этого храма, вы знаете, как-то даже вот жители села как-то сплотились у нас. Стали приходить в храм. Потом мы провели день села. Эти колокола пожертвовали же нам вот позапрошлом году из Тутаева города. А до этого, где-то местные были, может быть, в Вятской губернии где-то, или Литье где-то было. То есть до революции стояли колокола. Но ни один колокол не уцелел. Звуковые и смысловые волны с тех пор разошлись от Юматова по округе на многие тысячи километров даже. Оказалось, что кашу можно сварить и из топора. С тех пор здесь успели укрыть металлом кровлю основной части храма, установить окна, а вскоре займутся кровлей трапезной части, той, что отсутствует вовсе, и колокольней. Разумеется, у жителей никогда не найдется столько денег, поэтому волонтеры первым делом организовали сбор пожертвований в социальных сетях, и, разумеется, и этого оказалось мало. Но это был вызов. Да, не так быстро, но вот по-другому нет. Мы, конечно, может быть, мечтаем, чтобы можно было работать как фонд Возрождения в Свияжске или в Болгары, да, когда можно огромным ресурсом сразу на ограниченной территории сделать все. Но поскольку вот у нас сегодня в проекте порядка 30 храмов с разной степенью участия, то мы вот, как уже и говорил, везде
ставим какие-то вот такие вот костылечки, подпорочки, двигаемся медленно. «28 храмов, на которых идут сейчас работы в рамках проекта «Куда ведут ручьи». Все они разные, как люди. У каждой церкви свой возраст и свой диагноз. Вот бабушка из села Косяково Зеленодольского района. Бабушке 270 лет, это 1751 год постройки. Гараж, зернохранилище, техстанция, чего тут только не было до 1976 года, в котором храм совсем опустел. Всего этого уже не видели многочисленные с чудом сохранившихся святых на фресках храма, фресках XVIII века, насильно ослепленные какими-то недалекими вандалами из далекого прошлого. История из Юматова повторилась и здесь. Местные жители, и не помышлявшие даже о том, чтобы сделать тут что-то своими руками, быстро включились в работу. Мусора было очень много, потому что все обвалено было. Здесь весь пол был мазут, наверное, на полметра. Все пропитано. Вот мы все вычищали, все выдалбливали, все вывозили. И мы видим, как меняется жизнь на селе, как появляются новые люди, когда храм начинает восстанавливаться. Как люди приезжают, покупают участки рядом с храмом, глядя на то, что идет восстановление. «Куда ведут ручьи» – это проект неравнодушных пассионариев, вознамерившихся доказать обывателям, что меняться к лучшему могут не только наши памятники и святые места, что на это способны и сами люди. Ручьи, каждый из которых, казалось бы, слишком мелок для образования бурных потоков. Ручьи, сливаясь, образуют критическую массу, способную на многое. Важен каждый. И если у вас есть желание и возможность поучаствовать в чем-то по-настоящему важном, найдите этих людей. Они, по сути, у вас в кармане, в вашем телефоне. Это дело 5 минут. И это большое дело на всю жизнь. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней.